Добрый день, уважаемые болельщики. Телеканал на Ютубе Белорусской Федерации футбола начинает прямой репортаж с матча женской футбольной лиги между сборной Гомельской области и Витебском. Отзвучал уже гимн Беларуси, и поэтому давайте я, ваш комментатор Андрей Масловский, познакомлю вас с составами команд. Парочку интересностей они в себе таят. Что ж, начнем с сегодняшних гостей, футболисток из Витебска. Они как раз-таки вот сейчас размыты на ваших мониторах. Вот, поэтому давайте с них и начнем. Кого же определил в стартовую одиннадцатку Сергей Вехтев? В воротах номер 1 Ольга Даурова. 4 Яна Олещенко. 7 Ксения Карпова. 8 Каролина Романчук. 9 Наталья Васильева, она капитан команды. 10 Александра Якушевич. 11 Валерия Петрова. 17 Елена Бузинова. 18 Ксения Калоша. 21 Анастасия Игруша. 77 Екатерина Верхолайцева. Под мои слова. Игра началась. Стартовый свисток дал главный арбитр Александр Клейменов. Ему помогает Александр Завьялов и Владислав Алишкевич, инспектор Дмитрий Семенов. Ну и теперь хозяйки, футболистки сборной Гомельской области. В воротах 18 номер Анастасия Громыко. 3 Виктория Дяковец. 5 Вероника Кузьменцова. 8 Анна Орланова. 9 Яна Тихонова. 10 Валерия Неберова. 12 Яна Есман. 14 Дарья Тарасенко. 15 Алина Шутова. 20 Анна Шила и 25 Виктория Шолохова, капитан команды, она же главный тренер сборной Гомельской области. Вот такое вот появление. И это, кстати, да, одна из интересностей стартового состава команды из Гомеля. Виктория Шолохова очень опытный футболист. Ей 45 лет, и она 4-й матч в нынешнем чемпионате проводит, и если все так, как было и раньше, то действовать она будет на позиции либера, которую в мужском футболе, да и в женском, наверное, уже успели подзабыть. Но мы обязательно посмотрим, так ли это на самом деле, потому что вдруг какие-то тактические особенности подготовила Шолохова для этого матча. Что касается Витебска и его состава, то там, конечно же, потеря — это отсутствие в заявке центрального полузащитника Сидорчук. 20 лет Анастасии, она очень важный игрок центральной зоны Витебска, провела 10 матчей, все в стартовом составе, и вот сегодня она встречу пропускает. Пока гомельчанки атакуют, с мячом была на минуты прошло, пока девчонки присматриваются друг к другу. Несмотря на то, что они соседи по турнирной таблице, о ней я чуть позже расскажу, нужно все-таки присмотреться, потому что газон искусственный, да, встреча проходит на поле Сдюшор номер 8 в Гомеле. Там на старте высшей лиги у мужчин свои матчи принимал Реческий спутник, да, и сам Гомель пока не подготовили. Центральный тоже здесь же своих соперников принимал. Попытка очень хорошим забросом найти свою нападающую. Там Есман, она борется. Ну, не хватило скорости, да, и очень... ну, вот потеря случается. Есман. Передача назад в центр. Попытка контроля мяча. Пока получается неплохо. Тарасенко. Ну, вот оттесняют
футболистки Витебска от мяча соперниц. Что касается таблицы, тут соседки наши, да, друг с дружкой играют между собой. Гомельская команда идет на 9 строчке, 3 очка всего лишь, одна победа после 13 матчей. Конечно, да, явный аутсайдер. Хуже только дела у Брестского Динамо, который 13 из 13 матчей проиграла. Но что еще стоит отметить, это то, что Гомель забил всего лишь 2 мяча в чемпионате. 2. И при этом один из них победный, да, со счетом 1-0 выиграли футболистки из Гомеля. И еще один мяч они забили чуть раньше. Там ворота Минска, да, залетел, а победа случилась над Брестским Динамо, естественно. Над кем еще Гомель может выиграть. Штрафной. Опасный штрафной зарабатывает Витебск. Это шанс для того, чтобы открыть счет. И кто у мяча? Устанавливает мяч капитан команды Васильева. Рядышком Верхолайцева. Ну, кто-то из них наверняка будет пробивать, потому что больше никого нет. На положенное расстояние отводит стеночку арбитр. Удар по воротам и таким наклевом посылала мяч футболистка в синей форме. И он пошел так значительно выше ворот. Мне кажется, спокойно Анастасия Громыко провожала полет мяча. То есть, да, несмотря на то, что она такая невысокого росточка, но понимала, что мяч пойдет намного и намного выше. Передача на фланг, неточная передача и даже неплохое действие со стороны Дековец не помогло Гомелю, мяч потерян. Что касается турнирной ситуации для Витебска, она немногим лучше. На самом деле, Витебск 8, вот Гомель 9, Витебск 8, 7 очков у команды. Соответственно, мы понимаем, что чуть-чуть лучше, да, выступает команда Сергея Вехтева. 2 победы и 1 ничья. Это гораздо уже повесомее, нежели 1 победа всего лишь. Ну и забито побольше, да. Витебск 10 мячей, 20 мячей забила команда. То есть, соответственно, очень много, да, в 10 раз больше. Поэтому и фаворит сегодня эта дружина из Витебска. Еще один удар мы с вами видели. Пока пристреливаются девчонки в синем, ищут возможности, ищут ходы. Естественно, Брестская Динамо выиграл Витебск. Гомель в кубке. Ничья была с командой АБФФ У-19. И победа 5-0 над как раз-таки гомельской командой уже в чемпионате. Да, и вот прошлая встреча, она состоялась 24 апреля. Ничего хорошего для гомельской команды не принесла. И на самом деле ничего хорошего не сулит эта встреча для гомельчанок и сейчас. Ну, только, может быть, своя арена, свои болельщики могут помочь. Но на самом деле, когда матч проходит в будний день в 2:30, да, пятница, да, предпраздничный день, где-то сокращенный, но вот мы видим в углу кадра там 3 болельщика мелькают с мобильными телефонами в руках, так что, возможно, ребята просто на работе. Нарушение правил. Неберова свалила на капитане, на Васильевой. И что ж, очередной стандарт. Романчук будет его исполнять. Исходит уже 8-я минута заканчивается, и вот 8-й номер будет исполнять этот стандарт. Посмотрим, что у него получится. Это, конечно, не прямой удар по воротам, но наверняка будет навес. А вот так вот хитро разыгрывают. Романчук. Можно пробивать. Удар не получается. Отбивается девчонки в белом, но недалеко. Романчук назад на партнершу. Карпова в центр. Хорошо веером развивается атака, навес, удар, не получается. И самострел едва сейчас не случился. Как-то так не очень уверенно выбивали девушки из Гомеля мяч, что едва-едва он в уголочек там собственных ворот не закатился, а сидит на газоне. Футболистка Гомеля. Не понравилось ей что-то с бутсой.
На самом деле, конечно, получила она болезненный удар. Ждет помощь от своих медиков. Ну, тут вот без особых сумочек, да, пришла медицинский работник. Попшикала. И должно быть все в порядке с девушкой. По крайней мере, будем на это надеяться. Тем временем 10-я минута стартовала. 0-0 пока. И без особых моментов, что у той, что у другой команды. Но мы отмечаем, что Витебск владеет инициативой. А это Орланова как раз таки прихрамывает. Будем идентифицировать ее по хорошей необычной прическе. Ну так, прыгает на одной ножке. Ну, более-менее, значит, все в порядке. Сейчас и больная ножка тоже заживет и вернется она к игре. А пока розыгрыш низом, неплохо. Это даже интересно. Удар по воротам и гол. Забили все-таки, да, очень быстро. Витебск отличился, но все-таки не засчитан этот мяч. Александр Клеменов зафиксировал вне игры, но мы отмечаем очень хорошую комбинацию, такой домашняя заготовка. Хороший, интересный розыгрыш низом с серии передач. Ну, в общем, посмотрим, будет ли еще раз что-то подобное использовать Витебск. Ну, пока мы отмечаем, что Олещенко там забивала. Видимо, Яна оказалась в неправильном положении. Очередной заброс. Громыко забирает мяч в руки. И не спешит, да, подходит к углу штрафной. Дальний вынос, такой неспешный. Не спешат девчонки из Гомеля. Понятно, что для них важнее всего не пропустить как можно раньше, да, то есть как можно позже, если это случится. Ну и, соответственно, да, сберечь эту ничью нулевую, попытаться заработать очко, ну и, естественно, забить, да. Это большая проблема для подопечных Виктории Шолоховой. Еще одна попытка Витебска. Навесная передача, ну, за пределы поля идет подача. Там с сопротивлением Шутовой, да, кто-то из девчонок в синей форме навешивал. Ну, не дала она. Не дала Алина навесить. И, соответственно, кое-какие минуты для своих убила Шолохова. Мы видим с вами главного тренера и капитана команды. Смотрит, кому бы отдать, как раз аккуратненько начать атаку, решает вот таким вот ударом. Не точно, получается очень здорово там на подборе. На перехвате действовала Игруша, но Синоват поставила ногу и мяч ушел за пределы поля. Еще один аут в исполнении гомельчанок. Тарасенко бросает. Но на сей раз точно. Есьман поборолась. Диковец был рядышком, но в итоге мяч девушки потеряли. И нет никакого активного прессинга. Берегут силы. Откатывается назад Гомель, да, встречая оппоненток на своей половине, отходя практически всем составом за линию мяча. Карпова выносит мяч куда подальше. Ну вот сейчас, возможно, что-то получится. У гомельчанок прострел в штрафную, но там никто не оказался в той точке, а Диковец, ну, не успевала добежать. Она, ну, никак. Надо было на линию штрафной тогда катить, чтобы была хоть какая-то возможность с мячом встретиться. Раскатывают центральные защитники. В 3 центральных действуют
Сергей Вехтев. Прививает он эту расстановку. Ну, раз он от нее не отказывается, практически во всех матчах Витебск действует так, значит, она работает. Есть возможность атака, нужно забивать сейчас. Нет, здорово действует Шолохова, подчищает за всеми, и Верхолайцеву от мяча оттесняет. Шило. Передача неточная. Васильева с мячом. Потеря, и останавливает встречу Клеменов, потому что лежит на газоне в штрафной. И Екатерина Верхолайцева, она сейчас предъявляет ему претензии, и кажется ей, что не совсем по правилам ее уронили на поле. Но этот ее пассаж оставляет без внимания рефери, а просто фиксирует то, что будет у нас спорный мяч, который должен доставаться футболисткам из Гомеля. Заброс, ну прям как-то очень прямолинейно действовала Шолохова, такое чувство, что намеренно пыталась попасть в Верхолайцеву. Поперечная передача. Борьба в центре поля, падение, нарушение правил, свисток. И очень быстро Васильева пыталась разряжающей передачей найти партнерш, но настоял главный рефери, что по свисточку. Что торопиться не надо, только 16 минута матч, давайте поспокойнее, а то мало ли там что произойдет. Романчук. Игруша пыталась пройти сейчас Тарасенко, не получилось, но мяч остался у Витебска. Еще одна попытка на дриблинге, и угловой Верхолайцева пыталась прорваться по самой-самой линии. Не получилось, и Анастасия Игруша будет исполнять стандарт. С угла поля мы помним, что предыдущий закончился очень интересным розыгрышем, который закончился голом, но зафиксировал судья положение вне игры. Посмотрим, что придумают на сей раз. Верхолайцева будет исполнять. Забрала Екатерина на правах старшей у Анастасии этот мяч. Право разыграть стандарт. На сей раз подача на туда дальний угол штрафной площади. Не точно отбивается. Кузьменцова выносит куда подальше. Не точно. Обратная атака Витебска. Якушевич. Петрова. Попытка обострить игру не получается. И вот у Гомеля возможность есть убежать. Нет, не получается. Все очень четко контролируют защитницы гостей. Карпова. Безадресная передача. Ну, благо тут никто не успевал. Сильно вжались в свою половину поля хозяйки, поэтому передача последовала на свободную зону, и досталась она футболисткам Витебска все равно. Неплохой прорыв. Ну, это нарушение правил, и желтая карточка будет показана в нашем матче. 8-й номер Каролина Романчук на 18-й минуте получает предупреждение. Ну, это был такой оправданный фол, да, пропустила она уже соперницу вперед, и ничего не оставалось, как фолить, потому что большими силами Витебск атакует, поэтому мало футболистов у своих ворот оставляет. Шолохова, она будет исполнять, показывает, видимо, партнерам и подопечным, куда она будет это делать. Смотрим. Заброс поближе к штрафной. Не точно. Бузинова выбивает к центральному кругу. Олещенко. Пас по линии. Олещенко снова здорово встречается с мячом, но тут попадает под прессинг, и мяч теряет Неберова. Внешне неплохо вырезает. Вот и скорость, вот моя возможность что-то придумать. Хорошо убегала
Тихонова, и очень здорово действует Даурова, да, прочитала на эту ситуацию. Вышла из ворот, вышла далеко за пределы штрафной и ликвидировала эту угрозу, потому что если дать встретиться с мячом Тихоновой, то можно получить... Было неприятности, Яна могла распорядиться мячом очень-очень опасно и перспективно. Калоша. В борьбе с Орлановой упала на газон, нарушила Анна правила. Быстрый розыгрыш от Витебска. Продвижение по флангу. Заброс на линию штрафной. Не точно. Там Есман. Бузинова. Васильева. Романчук. Васильева неплохо. Нашла себе пространство. И Груша. Нарушение. И это очень опасно. Опасный штрафной. Отсюда и пробить можно, и неплохо по воротам навесить. По свисточку показывает Клеменов. И стеночку на положенное расстояние отодвигает. 3 футболистки Гомеля. Тяжеловато будет, конечно, Громыко, если мяч по верху пойдет. Посмотрим, как исполнит Верхолайцева. Удар по воротам, прям по позиции Громыко. Едва-едва сейчас он не выпустил она мяч. Но Анастасия вовремя спохватилась и выловила его мяч, который к линии там катился. Попытка выноса, потеря. Верхолайцева. Калоша, Верхолайцева. Можно бить, блокируют, не дают. И Груша. Неплохо разворачивается, уходит двоих. Прострельная передача на свободную зону. Нет, там никого из партнерш не оказывается. Вот только сейчас встречается Петрова с мячом. И фалит. Фалит Валерия. Мне нравится неспешность, с которой Александр Клеменов вообще реагирует на травмы и на остановки в матче. Подошел спокойненько, не подбежал даже. И спокойным жестом пригласил врача, хотя девушка из Гомеля практически не подает, скажем так, признаков жизни, да, не двигается, схватилась за больной голеностоп и лежит в одной позе. Алина Шутова это лежала, получила травму, и пока вот пауза, небольшой водопой. Что можно в эту паузу про игру сказать? Да? Мы видим, что с территориальным преимуществом Витебска матч проходит, но без особых моментов. Пытаются дальними ударами подопечные Сергея Вехтева тревожить, да, Анастасию Громыко, потому что очень низкорослая вратарь у Гомельской области, но пока до ворот мяч не доходит. Очень внимательные защитницы, блокируют они эти удары. Вот одна комбинация углового прошла, которая была после которой случился гол, но он был отменен, да, из офсайда. Ну, вот атак, особых моментов и нет. Что касается атак Гомеля, то там и в помине нет никаких попыток, никакой возможности куда-то убежать. Был один проникающий пас на Яну Тихонову, она убегала, но очень здорово действовала. Ольга Даурова выскочила на перехват. Возобновляется игра. Шолохова на Тихонову. Не сумела обработать мяч Яна. Мы видим, что Сергей Вехтев недоволен, да, не знаю, я так понимаю, недоволен медленностью действий его
команды, и хочется чуть побыстрее, чтобы она работала, играла. То же самое, какое-то недовольство и на тренерской скамейке Гомеля. Там Михаил Буравлев. Именно он сейчас руководит действиями команды. Якушевич. Неточная передача. Карпова теперь с мячом на своей половине. Не спешит никуда Ксения. Якушевич. Неплохое продвижение вперед. Олещенко. А вот Яна неточную передачу сделала. Потеря. Есман. Попытка мяч сохранить. Снова потеря. Но вот не держится совершенно мяч у Гомеля. Васильева налево. Казалось, перспективно могло получиться, но нет. Вот теперь есть возможность у хозяек что-то придумать без нарушения правил. Отбирает мяч Якушевич, ну, после чего падает на газон. Больновато ей, но игра не останавливается, а девушки мяч особо не спешат выбивать. Видимо, успела сказать им Александра, что с ней плюс-минус все в порядке. Петрова. Без нарушения правил мяч отбирает Васильева. Васильева, передача. Хотел аккуратно сыграть, прям вложить в ножку партнерши, но не получилось. Нужно возвращаться назад. Тихонова. 3 соперницы против нее, она одна. Нужно ждать помощи от партнерш. Вот Кузнецова. Стенка. Тихонова в штрафной. Нет, вне игры там оказалось, да, после ответной передачи от Кузьменцевой. Ну, вот эти забеги Тихоновой пока не опасны, но это уже, по крайней мере, второй раз, когда Яна убегает. Но если не относиться к этому с должной серьезностью, то когда-нибудь Яна убежит. Васильева встречается с мячом слева. Шила против нее. Навес. Можно забивать сейчас. Нет, не встречается никто из гостей с мячом, а мяч так метался по штрафной площадке. Кузьменцева. Контратака Гомеля сейчас. Нужно внимательнее быть защитницам Витебска. Кузьменцева. Хорошая передача на Тихонову, но чуть-чуть не получилось. Романчук. Игруша получила по ногам на штрафной. Очень быстро Романчук действует. Васильева входит в штрафной. Удар по воротам. Выше ворот. Целила верхом. Понятно, под перекладину. Чтобы Громыко не достала. Но не попала немножко. Но отмечаем, да, и радует то, что динамичный момент у нас был. Не стали витебские девушки чего-то ждать, там выдумывать, да, пока все отойдут назад, а очень быстро разыграли этот стандарт. Вот еще раз нам показывают этот удар с угла штрафной, метров 16-17. Наталья Васильева, она капитан команды. Я напомню, еще одна попытка у Витебска. Навес. Все безадресно. Вот вроде и неплохо. На 11-метровую отметку Олещенко сейчас пыталась головой затылком пробить. Пошел мяч выше и мимо. Ну, а Верхолайцева там, да, делала эту передачу. Вот сейчас объясняется она с партнершей. Немного не в ту зону она делала передачу, в которую открывалась Олещенко. Или Олещенко открылась не туда, куда должна была идти передача. Девушки между собой сейчас это выясняют. Шолохова. Заброс, неточная передача и даже рывок Тихоновой назад.
не спас главного тренера от тактического технического брака. Верхолайцева здорово разбирается. Васильева ошиблась в простом пасе. Васильева. Есман. Кузьменцева. Тихонова ждет передачу, получает ее против Якушевич против нее. Ну что, получится сейчас что-нибудь у Яны. Передача в штрафную Кузьменцева. Тут и Дяковец был рядом, но Кузьменцеву очень уж легко оттеснили от мяча. Прям, ну, практически без борьбы отдала Вероника мяч сопернице. Бузинова хорошо пробила по воротам. Перед этим несколько раз там нафинтила. Рядом со створом мяч прошел. И будет удар от ворот. Анастасия Громыко будет исполнять этот небольшой стандарт. Шолохова. Но пока эти выносы приходится, конечно, мяч выдирать ее команде после такого. И чаще всего достается он соперницам. Стоит что-то менять. Видимо, хороший момент, хороший удар сейчас от Петровой. И что у нас будет? Угловой. Нет, не угловой. Все-таки казалось мне, что доставала Громыко этот мяч, а Петрова просто не попала. Но неплохо пробила из-за пределов штрафной Валерия. Смотрим еще раз. Ну да, далековато перекрывала угол Громыко. Закрывала она этот уголочек, туда мяч протиснуться не мог. 31-я минута заканчивается 0-0. Ну и пока наверняка установку гомельские девчонки выполняют. Они не проигрывают, они не пропустили. И особых каких-то диких моментов у своих ворот они тоже не допускают. С мячом Витебск спокойно катает мяч, не спеша. Якушевич. Васильева. Пас налево. Там Романчук. Высоко она поднимается. Заброс. Ближе к штрафной. Еще одна скидка. Верхолайцева головой. И нет, очень здорово действует Громыко на выходе. Не дала она сопернице Екатерине Верхолайцевой переправить мяч в ворота. Возможно, будь чуть повыше там кто-нибудь, даже Олещенко не смогла справиться бы Громыко, а вот Верхолайцеву переиграл. Романчук. Якушевич. Направо Карпова там. Неточная передача. И снова нужно начинать все сначала. А пытается за счет передач строить игру своей команды Сергей Вехтев. Да, мы видим с вами, что нет практически забросов, нет длинных передач. Ну, во-первых, характер матча такой, что не имеет смысла, да, что закрывается Гомель у своих ворот. Но и даже с матча с более сильными соперниками, с тем же Минском, например, Витебск действовал примерно так же. Не сваливаясь на вот эту отбойную игру или на какие-то дальние забросы. Через пас, через центральных защитников, даже от ворот стараются разыгрывать через короткую передачу. У Гомеля тактика попроще, вот так вот вперед. Чаще всего не точно, приходится бороться. Нарушение правил завалили. Верхолайцев очень такой грубый. Казалось мне фол, но на самом деле зафиксировал вне игры у Верхолайцевой сейчас арбитр, поэтому мяч достается хозяйкам. Тихонова справляется со второй попытки она с мячом, но ненадолго с ним она остается. Борьбу Романчук проигрывает. Якушевич.
Карпова. Получает обратную передачу Карпова. Прострел. Куда-то там не туда мяч летит. Совершенно ужасно выполняет Карпова эту передачу. За пределы поля она отправляет мяч. За 10 с небольшим минут до окончания первой половины. 0-0, но откровенно будем говорить, достаточно скучная игра, без особых моментов. Ну, в принципе, такой типичный матч аутсайдеров, да, напомню, что Гомель 9, Витебск 8. 3 очка у одних, 7 очков у других. Ну, то есть после 13 матчей вы понимаете, что это вообще какая-то непроглядная тьма, что ли, если так можно сказать. Нарушение правил. Витебск будет пытаться снова что-то придумать, пока все эти забросы, все эти стандарты ничего опасного не несут, да и не особо креативно их разыгрывает Витебск. Вот был один момент, который завершился отмененным голом из офсайда. И все, и даже не пытаются больше девчонки Вехтева что-то придумывать. Якушевич будет исполнять этот стандарт. Навес такой мягкий, аккуратненький. Олещенко с мячом встречается, можно пробивать, но нет, там свисток. Олещенко нарушила правила на Виктории Шолоховой. И даже требуется помощь. Интересно посмотреть, что там произошло. Мне казалось, что не очень грубо Яна действовала, но, возможно, просто попала там по ноге. Ну, так и есть, да, не очень грубо. Возможно, просто чуть-чуть неудачно Шолохова приземлилась, да, и болевые ощущения в голеностопе она сейчас ощущает. Мы пожелаем здоровья Виктории. Очень важный человек она в своей команде, естественно, да, играющий главный тренер. Ну, все в порядке, да, мы видим с вами, что она бежит нормально, сейчас добежит до центральной линии, и в ближайшие же случаи главный судья даст ей возможность вернуться на поле. Но пока Витебск в атаке. Смотрим, удар по воротам, штанга, и что, залетел. Но вот так, без своего капитана, без помощи забивает Витебск. Бежит на радостях к камере Верхолайцева, показывает сердечко, ну, возможно, молодому человеку. Передает привет. Очень хороший удар получился у Екатерины. 77-й номер принимает поздравления. Именно она отличилась, Екатерина Верхолайцева. Но она была очень активна в этом первом тайме. Хорошо двигалась, хорошо действовала, поэтому, ну, возможно, где-то закономерно, что именно Верхолайцева отличилась в сегодняшней встрече. Ну что ж, вот она цена отсутствия на поле своего капитана. На секундочку отлучилась Виктория Шолохова, и тут же получили ее подопечный мяч в свои ворота. Шестой мяч для Верхолайцевой в этом сезоне. Она становится лучшим бомбардиром Витебска. Отрывается на один мяч от Натальи Васильевой, у которой также было 5 забитых мячей. Ну и 4 у Елены Баузиновой. Ну а дальше там уже по 2 и по 1 забивали девчонки. Витебск продолжает атаковать, цепляется за ноги. И что происходит? Точку, да, если я правильно понимаю, ставит судья. Будет пенальти у нас с вами. Заплела ноги
посмотрим еще раз, да, 15 номер, ну да, откровенный пенальти. Алина Шутова еще и желтую карточку она получила. И кто у нас исполняет стандарт, по-моему, да, Елена Бузинова как раз-таки и будет исполнять, будет свою возможность, да, увеличить свое количество забитых мячей. Тщательно устанавливает мяч Елена. Ну что ж, давайте посмотрим, справится ли Анастасия Громыко с этим ударом. Очень четко реализовала Бузинова этот стандарт. В уголок пробила. Громыко хоть и угадала направление, но не дотянулась, да, возможно, где-то даже расхода не хватило. Немножко обидно должно быть Анастасии. Ну вот 0-2, и о положительном результате говорить, конечно, и не приходится. Ну, я даже не знаю, как сейчас вот комментировать вот этот вот эпизод, момент, который сделали сейчас футболистки Гомельской области. Знаете, так в детском футболе иногда забивают, пытаются забить, там лупят с центра поля. Ну и тут тоже вот зачем, для чего, какое помутнение, ну, сложно судить, да, возможно, уже подустали к концу первого тайма девчонки и решили, что подустали и они, и соперницы, потому что даже до штрафной площади не добила футболистка в белом. Витебск уже уверенно выигрывает, несмотря на то, что идет всего лишь 41-я минута матча. Близится к своей победе команда Сергея Вехтева. Ну, потому что предпосылок для того, что Гомель что-то придумает у чужих ворот, нет. Если еще в начале были какие-то моменты с отрывами нападающей Яны Тихоновой, но последние минут 15, наверное, ничего не происходит. Дождик пошел в Гомеле. Дышать, возможно, станет немножко покомфортней, мяч станет скользким, но есть шанс у нас на большее количество голов. Посмотрим, чем порадуют футболистки в последние минуты первого тайма и во втором. Олещенко непонятно, то ли за мячом бежала, то ли соперницу от мяча оттесняла, и в итоге дождалась, пока Анастасия Громыко выйдет на перехват, заберет мяч и потеряет его через несколько секунд. Романчук. Якушевич. Дарья Козлова, Маргарита Мируца, Александра Шараева, Евгения Кучмарева и Елизавета Качан. Такой резерв у Сергея Вехтева. Его запасные. У гомельчанок чуть больше. Ростер, Екатерина Леонович, вратарь, Валерия Селицкая, Татьяна Пружина, Валерия Лис, Анна Реут, Анастасия Гуд и Анастасия Боровиченко. Вот эти девчонки могут выйти у Виктории Шолоховой во втором тайме. Но надо еще доигрывать первый тайм, 2 минуты до конца основного времени, и вполне возможно что-то добавит рефери, потому что были остановки, дважды или трижды выбегала медбригада, ай-яй-яй, Тихомирова упала, но продолжается встреча, нет, все-таки свисток случился. Яна Тихонова так стремилась забрать этот мяч, что в итоге нарушила правила. Якушевич, нет, на партнершу. Васильева. С мячом капитан.
переходит в центр поля. Передача налево. Бузинова. Есман. Тихонова борется, но вынуждает назад откатиться. Верхолайцева. Спокойно можно действовать сейчас Екатерине. Ошибка в передаче. Шило. А нет, это не Шило, это капитан Шолохова. Вот такой вот рывок, да, со своей штрафной на чужую половину совершила за 30 секунд до конца. И сейчас получает она, по-моему, желтую карточку. Только, видимо, за разговоры или нарушение правил какое-то непонятное. Мне сейчас за что. 25 номер Виктория Шолохова получила эту желтую карточку. Ну, возможно, так бежала, так рьяно размахивала руками, что она делала делов. Якушевич. Неточная передача. И сколько же у нас добавит сейчас арбитр? Ну, мы с вами ничего не видим, потому что камера решила отъехать, а не приблизиться наоборот. 2 минуты, говорят, мне тут подсказывают. Будем надеяться, что это правда. Под занавес тайма Гомельская область решила убежать в атаку. Тихонова, она одна. Привычная картина. Пока партнерши добегут, у девушки уже сил не останется. Кузьменцева. И потеря Васильева. Ну что ж, возможно, одна из последних атак в этом матче. Но с такими передачами их будет еще достаточно. Есман. Васильева. Безунова. Васильева. Снова Бузинова. Ну, не бьют Верхолайцева. Попытка удара заблокированы. Тихонова. Смотрит, где партнерши. Передача. Ну, есть хорошая передача, кстати, по задумке. Но Есман упала раньше, чем встретилась с мячом. Романчук. Калоша неплохо проснулась под концовку тайма. Видимо, хочет еще побегать. 10 секунд осталось до конца первой половины. 2-0. Витебск очень уверенно обыгрывает Гомель. И под эти мои слова дает свисток об окончании первого тайма Александр Клеменов. Давайте мы с вами тоже отдохнем. Тут особо говорить-то и нечего. После перерыва очень уверенно Витебск выигрывает 2-0.
убери! Алёна, ты же засняла это, где нам еще кричать? Когда, скажи нам, когда кричать, мы начинаем время. Так, считаем до 5. Что кричим? 2, 3, 4, 5.
Возвращаемся в Гомель на стадион Сдюшор-8, где совсем скоро возобновится матч между Гомельской областью и Витебском. После первого тайма счет 2-0. Впереди гости благодаря, естественно, 2 голам. Да, отличилась сначала Екатерина Верхолайцева на 37-й минуте, а потом там за несколько минут до конца первого тайма
Елена Бузинова реализовала пенальти. Что касается вообще хода игры, то у Гомеля не получается ничего. У Витебск что-то пытается сделать, но тоже не совсем здорово все это у них получается. Расположились уже команды на поле. Наверняка будут замены, и они наверняка есть, но пока не совсем понятно, кто вышел, вместо кого. Будем по ходу матча с вами разбираться, пытаться понять. В первую очередь, наверняка замены будут у гомельчанок, потому что им нужно отыгрываться или пытаться хотя бы это сделать. Вот стартовала игра, и такой вот безадресный заброс мы с вами сразу видим. Давайте пока о составах тех, кто заканчивал первый тайм. Витебск в воротах Ольга Даурова под первым номером. 4-я Яна Олещенко. 7-я Ксения Карпова. 8-я Каролина Романчук. 9-я Наталья Васильева, капитан команды. Удар по воротам, мы смотрим и спокойно сейчас забирает в руки мяч Анастасия Громыко. 10-й Александра Якушевич. 11-й Валерия Петрова. 17-й Елена Бузинова. 18-й Ксения Калоша. 21-й Анастасия Игруша и 77-я Екатерина Верхолайцева. Главный тренер команды Сергей Вехтев. Гомель первую половину заканчивал в таком составе. 18 номер Анастасия Громыко в воротах. 3-й Виктория Дяковец. 5-й Вероника Кузьменцова. 8-й Анна Орланова. 9-й Яна Тихонова. 10-й Валерия Неберова. 12-й Яна Есман. 14-й Дарья Тарасенко. 15-й Алина Шутова. 20-й Анна Шила. И 25-й капитан и главный тренер команды Виктория Шолохова. Витебск тем временем в атаке. Главный тренер команды, как я сказал, Виктория Шолохова. Судья Александр Клеменов. Его помощники Александр Завьялов, Владислав Алишкевич. Инспектор Дмитрий Семенов. Ваш комментатор Андрей Масловский. Ничего пока в эти 2 минуты не произошло. И давайте пытаться находить, кто же заменится, кто уже заменился, а кто отправился отдыхать. Итак, фол фиксирует Клеменов. На Карповой сфалили хозяйки. Но мне кажется, Витебск без изменений пока что. Якушевич. Романчук. Бузинова. Верхолайцева. Потеря. Кузьменцова. Неточная передача. Анастасия Боровиченко появилась на поле. Пока не совсем понятно, вместо кого. Сейчас приглядимся. Точно она вышла в защиту. Да, и как раз таки вместо Виктории Шолоховой она вышла. Не наблюдаю я капитана команды. Навес. Хороший прием. Можно бить Олещенко. Эх. А твой однофамилец клал такие на раз-два. А у тебя, Ян, немножко не получилось. Совсем слабенько пробила. Ошибка. Но Петрова не сумела воспользоваться. И Шутова куда подальше мяч выбивает. Так, еще раз напоминаю. 26-й номер Анастасия Боровиченко вышла на поле. И Виктория Шолохова по 25-м ушла. Это вот та замена, которую я успел заметить.
Бузинова. Удар. Игруша била. Совсем слабеньким удар вышел. Немного. Хотелось бы, чтобы посильнее это все было. Там и опасностей было бы побольше, конечно. Что меняют, что не меняют девушки из Гомеля, вводящего. Эффект один и тот же. Вынос очень слабенький и потеря происходит. А тут еще и нарушение правил. И в итоге Елена Бузинова будет исполнять стандарт. С правой ноги будет, скорее всего, закручивать от ворот. Перспективный стандарт. Давайте посмотрим, как Витебск... Нет, хороший розыгрыш. Верхолайцева догоняет. Нет, не достала Екатерина этот мяч. Но очень неплохо и креативно Витебск подходит иногда к стандартам. Да, мы помним, в первом тайме был неплохой розыгрыш углового, который закончился отмененным голом из офсайда. И вот теперь тоже неплохой розыгрыш. Так, еще я вижу под 4 номером Татьяну Пружину. А вот кого она заменила, тут тоже надо будет смотреть. Бузинова. Удар легкий достаточно от Васильевой. Очень спокойно Громыко мяч забирает. Знаете, не вижу я Иоанну Тихонову. Давайте еще чуть присмотримся. Но, по-моему, 9 номера на поле нет. А, нет, вот она есть. Значит, кого-то другого сняла с игры Виктория Шолохова, кроме себя. И также еще второй номер Валерия Селицкая на газоне. Так, нет на поле девушки с экстравагантной прической. Под 8 номером Анна Орланова играла. Давайте посчитаем, что 4 номер Татьяна Пружина заменила ее. Как раз и под мои слова залетает третий мяч в ворота Гомеля. Ну, тут чисто беда Гомеля сработала. Анастасия Громыко просто не достала этот мяч. И поздравляют все девчонки друг друга. Давайте посмотрим повтор, кто же все-таки автор этого мяча. А автор этого мяча 9 номер Наталья Васильева. Ее это гол, с чем мы эту девушку и поздравляем. На 53-й минуте она забила. Неберова. Тарасенко была с мячом. Сейчас тоже она борется. Там очень здорово ей навязывает Калоша борьбу. Отвоевывает мяч. Верхолайцева. Можно пробивать. Нет, накрывают. Сохраняет мяч. А Екатерина. Неточная передача. Бузинова. Проникающий пас. Удар. Что там? Штанга, да? Или заблокирован? Он в любом случае вне игры. Сейчас зафиксировал арбитр. Так, ну и третьего номера нет. Виктории Дяковец. Вместо нее вышла второй номер Валерия Селицкая.
Все, кажется, разобрались с заменами Гомеля. А Витебск пока в очередную атаку идет. Удар поворотом. 4-0. И это Игруша. Она забивает. Ее поздравляют. Анастасия Игруша. Очень хороший гол. Очень хороший момент. Проникающая передача. И удар в дальний угол. Еще раз смотрим. Одним касанием слева и в дальний. Ну, это очень красиво. Молодцы девчонки из Витебска. Очень быстро окончательно ставят точку в матче по части результата. 4-0, 55-я минута. Напомню, что матч первого круга между этими командами завершился убедительной победой Витебска 5-0. Вот в одном голе от повторения. Ну, естественно, в двух от перекрытия этого рекорда. Но тогда, кстати, гораздо больше времени потребовалось витеблянкам, чтобы забить эти 4. Там на 13-й минуте отличилась Верхолайцева, на 39-й Васильева, на 44-й Бузинова. Было, да, достаточно 3-0 в первом тайме, а вот потом достаточно долго 4-й и 5-й гол не приходил. На 76-й и 80-й минуте сначала Петрова, а потом Ярикова отличились дважды. Ну вот сейчас 4 уже к 55-й минуте, и это для Сергея Вехтева должно быть радостно. Васильева, Бузинова. Романчук мяч потеряла. Лис, Эриот и Гуд. Вот такой состав полевых остался у гомельчанок. Мируца, Шараева, Кучмарева и Качан. Вот эти девчонки еще есть у Витебска. Да, пока без замен Сергей Вехтев. Но его подопечные действуют очень хорошо. Кузьменцова. Есман. Неберова. Попытка неплохо. Тихонова. Она справа сейчас, да, опустилась пониже. Здорово прошла сейчас Яна. Можно подавать, что-то придумывать. Подача, прострел. Там никого нет. Вот куда подавала Яна сейчас эту передачу? Кому она ее отдавала? Вообще ни одной девушки не было в штрафной. Такое чувство, что вообще не посмотрела. Там почему туда никто не побежал. Тоже вопрос. Очень перспективная, хорошая атака, из которой можно было что-то выжить побольше, нежели безадресный прострел. Верхолайцева. Бузинова. Снова Верхолайцева. Бузинова. Удар поворотом блокируется. Васильева. Нет, ну на сей раз Громыко внимательно. Мяч забирает. Снова бежит на угол штрафной. Снова будет пытаться найти своего. Вроде находит. Пружина. Из-за боковой будет бросать гости. Вот даже так выбило, что аж прям на угловой получилось. Поэтому Екатерина Верхолайцева будет исполнять этот стандарт. Посмотрим, что придумает сейчас 77-й номер Витебска. Мы с вами не видим вообще ничего. Подача. Достаточно высокая подача. Где же мяч? Мяч в руках у Анастасии Громыко. И быстрая атака сейчас может получиться. Бросает. Нет, с ноги так выбивает аккуратненько. Но не точная передача совершенно. Игруша на Бузинову. Бузинова неплохо на замахе. Удар с носка. Мяч там мечется по штрафной. Снова Бузинова. Падает она. И очередная точка.
будет сейчас. Снова пенальти. Ну, интересно, давайте смотреть еще раз. Вот мы увидим, что мяч уже отпустила от себя Елена Бузинова, но вот точку все-таки назначил Александр Клеменов. Александра Якушевич. Она будет исполнять удар. Вот, пробила очень аккуратно, очень точно. 0-5. Гомель горит к 60-й минуте. Смотрим еще раз. Вроде и угадала направление мяча Громыко, но сложно было ей. Очень точный был удар и попала она в какую-то такую фазу, когда мозгом вроде как бы, видимо, и прыгнула, ну а тело запоздало немножко. Замена готовится у Витебска. Мы видим у кромки поля Сергей Вехтев там последнее указание дает кому-то из своих девчонок. Елизавета Качан на поле появляется вместо Ксении Карповой. Такая рокировка. Благодарит Ксению Вехтев за игру. Ну, в принципе, неплохо поработала Ксения в эти свои отведенный час. Очень активно была в первом тайме, да, даже подключалась в атаку, сделала там парочку прострелов. Ну, а так как результат матча уже сделан, можно попробовать и других футболисток в обороне. Гомельчанки в атаке. Нужно избавляться уже от мяча сейчас девушки. Вот только сейчас следует передача. Кузьменцова. Давайте быстрее. Можно забежать в штрафную. Вот показывает партнерша, что можно отдавать. Кузьменцова делает вираж. Передача. Нет, там никого не оказалось. И Васильева спокойно мяч забирает. Бузинова. Неплохо. Через центр. Хорошая проникающая передача. Какой пас сейчас на Петрову. Она входит в штрафную. Можно бить. Нет, прострел. И там здорово Шила действует. Не дает мячу дойти до адресата. Тихонова. Классная передача. Выход почти 1 на 1 Тихоновой. Она встречается с мячом. Приближается к штрафной. Входит в штрафной. Там свеженький игрок против нее. Удар поворотом. И прямо по позиции Дауровой. Это был шанс сейчас, конечно, от Гомеля для того, чтобы забить свой третий мяч в сезоне. Смотрим еще раз. Нам показывают с вами концовку эпизода. А я бы отметил, конечно, проникающую, разрезающую передачу от своих ворот, считай. Вывели партнершу. Еще один момент. Олещенко. Удар поворотом. 6-0. Яна Олещенко показывает своей тезке Яне Тихомировой, как нужно реализовывать выходы 1 на 1. Аккуратненько в угол. И для Олещенко это первый мяч в нынешнем чемпионате. Один с матчей провела девушка, ну вот первый мяч, ну с чем ее, собственно, можно и поздравить. До самой разгромной победы, точнее до самого разгромного поражения Гомелю далековато еще. 17 Минская Динамо забила.
14 мая. Ну, там еще были по 14:0, по 12:0. Ну, в общем, шестерочка это достаточно средний такой результат. У нас еще момент Бузинова. В шило мяч попадает и уходит за пределы поля. Будет угловой. Ну вот если так дальше будет действовать Витебск, то до десятки, конечно, может спокойно догнать. Возможно, короткий розыгрыш будет сейчас. Двое футболисток там нет. Все-таки одна установила мяч, оттянула на себя внимание двух защитников. Ну да, низом то, что было в первом тайме. Неточная передача. И здорово Тихонова подключается. Ну что ж, давай попробуем теперь Гомель свою атаку. Нет, не получается. Получается оборотка. И Верхолайцева мяч упускает за пределы поля. Мимо. Этот удар в створ не попал. Ну так, с пугающей периодичностью, да, и с частотой начинают эти моменты создаваться у ворот Анастасии Громыко. Если в первом тайме достаточно долго удавалось не допускать таких моментов гомельчанкам, то сейчас Витебск очень-очень часто создает. Вот возможность убежать неплохо. Неберова ищет передачу, здорово находит. Есьман. Удар и гол! Гомель забивает гол. Вы видите эмоции у Яны Есьман. 2005 года рождения эта девушка. Мы с вами понимаем, сколько ей лет. И мы очень я рад за то, что все-таки забил Гомель. Смотрим еще раз. Очень хорошо использовала. 16 лет Яне. Для нее это, естественно, первый мяч в чемпионате, потому что, ну, всего лишь 2 забил Гомель, как я вам уже говорил. Ну и так, замену вратаря делает Сергей Вехтев после этого пропущенного мяча. Дарья Козлова появляется, а Ольга Даурова под первым номером уходит. Большущий праздник у Гомеля сегодня, у девчоночьего Гомеля, конечно. Забитый мяч – это событие, а когда еще самый младший игрок команды забивает, ну, это всегда приятно. Васильева блокирует удар. Ну, то, о чем я говорил, да, позволяли гости делать эти проникающие передачи и убегать. Даже в первом тайме Тихонова несколько раз убегала. Ну, вот как только другой футболист выбежал, ну, сразу получилось, да, и момент, Олещенко, здорово, сейф, еще удар, и мимо ворот мяч летит. Неплохо Громыко сейчас спасла свою команду, вовремя выскочила на перехват и замена. Нет, наверное, не на замену, на водопой отправляет футболисток арбитр. 6-1 Витебск выигрывает у Гомеля. И вот мы смотрим с вами спасение от Громыко и добивание, совсем плохое добивание от Александры Шараевой, появившейся тоже на поле. Должен, мне кажется, этот мяч добавить немножко позитива
гомельчанкам, по крайней мере, в этом матче. Но уже не все очень совсем уж печально. Забитый мяч, ну это прекрасно. Кто знает, может быть, еще на один разживутся, да, подопечные Виктории Шолоховой. По крайней мере, Витебск позволяет создавать моменты. И позволяет выходить к своим воротам. Заканчивается водопой. И 70-я минута тоже заканчивается. 1-6. Команда Гомельской области проигрывает Витебск. В плане табличного, кстати, места для Витебска не сильно там это все скажется. Будет 10 очков. И вплотную подберется она к дружине БФФ У-19 для сборной Беларуси, да, до 19 лет. У той 11 баллов, ну и там чуть выше уже Бобручанка с 16, ну и недосягаемая наверняка для аутсайдеров Зорка с 25. Но после 13 матчей, там у Зорки тоже очень сложный отрезок. Команда нацелена на третье место, а нужно обыгрывать и Днепр-Могилев, и Неман, который находится повыше. Возобновляется игра. Пружина будет выносить мяч. Сделала вроде бы точно, но потом партнерша замешкалась и потеря случилась. Романчук. Навес в штрафную. Олещенко перебрасывает удар. Нет, там здорово действует Шила. По-моему, она не дала сейчас Шараевой с мячом встретиться. И очередная попытка прорыва. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило Кузьменцовой для того, чтобы пройти соперника. Бузинова. Васильева. Петрова. Здорово. Хороший финт. Можно навешивать. Так и делает. Но немножко не точно мяч пошел в направлении Олещенко. Шла эта передача. А нам показывают еще раз этот момент. Ну да, нет, тут не Шила, а 15 номер Алина Шутова. Она именно разобралась в этом эпизоде. Шила. Короткий розыгрыш. Лещенко, перехват, заброс штрафную. Тут только девушки в белом. Привычная картина. Анастасия Громыко у самой границы штрафной. С рук выносит мяч куда подальше. Завалили Васильеву. Быстрый розыгрыш. Бузинова. Шараева. Вот есть скорость у Кузьменцовой. Есман. Набирает она снова скорость, ждет передачу, но не отдает Неберова сейчас этот пас. Вот только сейчас приходит он. Кузьменцова. Неплохо, есть пространство, но пробросила так, что мяч ушел за пределы поля. Сама отправляется бросать, но не она должна, естественно, это делать. Возмущается сейчас, но что там спорить, когда ясно было, что мяч от тебя уходил. Васильева. Бузинова. Тихонова. Перехват от Бузиновой. Что придумает сейчас Елена? Нет, вперед не полезла. Решила сыграть более надежно. Снова Бузинова. И Тарасенко очень хорошо действует.
Замена, еще одна замена. Вместо Екатерины Верхолайцевой выходит Евгения Кучмарева. Ну, чуть-чуть вот пропала немножко, да, Верхолайцева в последние минуты. Немножко подустала. И замена также у Гомеля. Качан. Романчук. Встречается с мячом. Васильева. Бузинова. До лицевой доходит. Прострельная передача. Лещенко. Кому ж ты отдаешь? Яна. Ну, там свисток. Нарушение правил. И замена. Вместо Алины Шутовой на поле появляется Анна Реут. — 16 лет тоже. Реут. Очень молодые девчонки есть у Гомельской области. Тихомирова. Удар от Калоши и мимо мяч пошел. Тем временем меньше 15 минут остается до конца матча. 6-1. Витебск обыгрывает Гомель. Уверенно, но пока вот последние там несколько минут, может быть, с десяток, особых моментов у гостей нет. Качан. Якушевич. Романчук. Громыко спокойно мяч забирает. Бузинова. Показывает немножко, что она может пожонглировать мячом. Пока пауза, пока штрафной. Удар по воротам. Ну, это, да, чисто, конечно, вратарский мяч. Бузинова пробила. Забила и не дотянулась Анастасия Громыко. Хороший мяч, конечно. 7-1. Витебск продолжает крушить Гомель. Массированно сейчас гомельчанки в атаку пошли. Редко с ними такое бывает. Тихонова. Она там на правом фланге раскачивает одну-другую. Нет, пас не получилось сделать. Но все равно мяч остается. Нет, хотел сказать, что остается у
команды, но нет, Бузинова здорово действует, перехватил Якушевич. Какой слалом сейчас. Это желтая карточка. 26 номер. Боровиченко получает сейчас предупреждение. Какой слалом Якушевич выдала. Есть возможность от Бузиновой еще раз пробить. Хорошее настроение у Елены. Но будет бить не она, а 8 номер Каролина Романчук. Мягкий навес, ну там Шило здорово действует, не дает возможности Ксении Калоше с мячом встретиться угловой. 10 минут до конца матча. Смотрим, на сей раз, мне кажется, подача будет без розыгрышей. Так и есть, подача. На Олещенко шла передача. Не точно. Еще один заброс. Удар. И прям над руками забивает сейчас Евгения Кучмарева. 8-1. Ну, тут сложно винить, конечно, Анастасию Громыко в этом. Не хватило ей росточка, да, и она там над руками в приличном количестве. В приличном количестве сантиметров мяч прошел. Восемь один. Технично Романчук. Плечом. Васильева. Петрова. Ну, тут передача безадресная получилась. Извиняется Валерия перед партнершами. Замена. Дарья Тарасенко отыграла. Анастасия Гуд появляется на поле сейчас. Под 23 номер. — 2002 года рождения Анастасия. В сентябре ей исполнится 21. Качан. Романчук. Васильева. Хорошая передача. Петрова вылавливает. Нет, упускает все-таки мяч за пределы поля. С досадой так немножко топнула ножкой. Но ничего не поделаешь. Удар от ворот сейчас будет исполнять футболистки Гомеля. Качан. Падение, улыбки на лицах. Романчук завалилась. Каролина немножко оступилась, но ничего. Хороший пас Бузинова пяткой. Якушевич. Получает она по ногам. И это штрафной. Есть возможность забить 9 сейчас у футболисток Витебска. Интересно, кто будет там у мяча. Бузинова и Петрова. Ну, Бузинова вроде как просто мяч остановила, а Петрова и доверила. Посмотрим, что придумает Валерия.
Свисток прозвучал, разбег, удар. Нет, это какая-то полупередача даже была. Особо толком и не вышло ничего. Но сохраняет мяч в поле Кучмарева. И даже углового не сумели приезжие футболистки выжить. Снова неточная передача. Вот мы привыкли уже к этому, да, что у гомельчанок, конечно, с этими выносами печаль, беда. Мало что получается. Романчук. Тихонова. Бузинова. Перехват случился. Заброс на Олещенко. Очень здорово Шила действует. Шараева. Четыре минуты до конца. 8-1. Очень уверенно Витебск ведет матч к своей победе. К третьей в сезоне. И второй над Гомелем. Романчук. Васильева. Заброс. Олещенко не попадает по мячу. И не попадает по мячу и Александра Шараева. Тоже пыталась она там замкнуть этот прострел. Но немножко им не повезло. Был шанс на 9-1, конечно же. Я только об этом говорю. Калоша. Ксения Калоша лежит на газоне. Вот подбегает извиняться соперница, да еще помогла подняться. Это Вероника Кузьминцова была. Но без нарушения правил, кстати, сама упала. Качан из-за боковой. Снова Качан. Меняют фланги. Романчук. Заброс от Васильева. И еще один заброс. Ушел мяч за пределы поля. Как ни старалась там Евгения Кучмарева мяч оставлять в поле, возвращать его обратно в игру. Ничего не получалось. Качан. Ну, вот последние минут, наверное, 5. Эту картину мы наблюдаем чаще всего. Романчук с мячом. И она находит ходы для атак. Уже подустали, уже нет желания наверняка за пару минут до конца куда-то нестись. Петрова, прострел. Ну, нет. За голову схватилась, но не совсем точно эту передачу сделала. Будет, наверное, угловой все-таки, да, так и есть. За последних там минутах, секундах задел кого-то из гомельчанок мяч и будут разыгрывать витебелянки штрафной. Это, простите, угловой стандарт будут исполнять. Низом. Когда низом получается вроде неплохо. Бузинова, заброс, удар по воротам. Где же там мяч? Мяч после удара Александра Якушевич идет мимо.
Требуют они второй главой с другого фланга, но не преклонен судья. Александр Клеменов показывает, что все как надо. Что разобрался он должным образом. Реут, нет, не догнала Анна этот мяч. 9 секунд остается до конца основного времени матча. Посмотрим, сколько добавит Александр Клеменов. Вон там уже мелькнул резервный арбитр. Одну минуту это нормально, мне кажется. При счете 8-1 много не добавлять, пожалеть уже девчонок и отправить уже их побыстрее отдыхать. Да, мальчишка, вон, видите, привет кому-то передает. Видимо, кто-то смотрит трансляцию и позвонил парнишке, сказал, что он попадает в кадр. Так что привет вам еще раз. Наверное, последняя атака в сегодняшнем матче. Отрадно, что она за гомельчанками, но не точно получился пас у Реут. И Бузинова все-таки за Витебском будет последнее владение. Якушевич, Бузинова. Якушевич, нет. Удар по воротам. Должна забирать. Но решила вообще не трогать Громыко. И, ну что, даст подать, наверное, угловой, да? А потом уже будет свистеть. Или что? За желтой карточкой тянется. Интересно, для чего он сейчас будет показывать, кому. 20-й номер Анна Шила получает горчичник на последних секундах. Ну, возможно, за разговоры или за что-то такое. Ну, поэтому, наверное, стандарт. И все. И на этом будем заканчивать. Да, Александр Клеменов? Пора уже. Навес. Скидка под удар. Удар Бузиновой. Попадает мяч в блок. И финальный свисток. 8-1. Из того, что можно заметить в этом матче, это, естественно, 8 мячей Витебска и мяч от Гомеля. Яна Есман, она очень обрадовалась своему голу, заплакала, не сдержала эмоций, поэтому поздравляем девушку с этим событием. Для нее, возможно, это даже важнее, чем какая-то гипотетическая победа или ничья в сегодняшнем матче. Когда ты забиваешь 3 за сезон, это всегда событие. Что ж, будем с вами прощаться. На очереди у нас следующий матч. Вы никуда не уходите. Совсем скоро Минская Динамо будет принимать Зорку БДУ. Да, и я с вами прощаюсь. Для вас футбол комментировал Андрей Масловский. Всем пока.